Конец января для жителей села Кустур Эвена-Бутантайского улуса запомнится надолго. Здесь вечером сгорела дотла сельская школа, где обучались 109 детей. К счастью, на момент пожара их не было. В этот день они по решению районного оперштаба учились дистанционно. Школа построена в 2009 году. Общая площадь 1200 метров. Материал брус. Школа была обшита с двух сторон, гипсокартон и снаружи профлист. Так как населенный пункт находится в 100 километрах от райцентра, тушить возгорание начали силами добровольной пожарной команды, где всего было задействовано 11 человек. Кто были в школе, все бросились на локализацию пожара. Ветераны там постарались тушить, и население все прибежало полностью. Собрали всех огнетушителей, у кого есть в поселке. Постарались этим все потушить, но никак не смогли. Вечером того же дня здесь, в столице региона, прошло экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где руководитель Государственного комитета по обеспечению жизнедеятельности населения сообщил, что из райцентра Эвена-Бутантайского улуса выехала спецтехника пожарной части. Машина пожарная вышла? Одна, да? Да, одна. Сколько кубов? Ну там отцешка 4 куба, 4-5 кубов. По словам главы района, техника к месту пожара прибыла лишь тогда, когда здание школы полностью сгорело. Машина подъехала к месту пожара, но он ничего не мог сделать, так как насос там все замерзло полностью. У нас была температура минус 50 с чем-то, и вот пожарная машина подъехала, но ничего не смогла сделать. Также, по словам главы района, силы здесь были неравными, так как для борьбы с огнем местная добровольная пожарная команда имела лишь маски для защиты органов дыхания ПМ-2000, а в тушении огня использовали лишь пожарный гидрант, так как мобильная пожарная установка, которая имелась в селе, вышла из строя еще летом, и, соответственно, его не привлекали в тушении огня. Только с начала этого года в ряде населенных пунктов республики были локализованы сразу несколько крупных пожаров. Так, 6 января в селе Улахан-Ан Хангаласского улуса сгорел гараж сельхозпредприятия конезавода Берте. Тогда огнем было уничтожено 12 единиц спецтехники. Далее еще один крупный пожар в Алекминске по улице Кузьмина оставил без крова 50 человек. Позже выяснилось, что на месте пожара нашли тело женщины. Следующий пожар 21 января, унесший жизни двух детей 2014 и 2016 годов рождения, произошло в селе Хатылыма Мегина Кангаласского улуса. И в начале этого месяца, 4 февраля, в Верхоянском районе произошел пожар в 4-квартирном доме, где было обнаружено тело мужчины 1973 года рождения. По всем этим пожарам возбуждено уголовное дело. Ведутся следственные мероприятия. Между тем, как отмечают сотрудники регионального управления МЧС, с начала этого года на территории Якутии уже зафиксировано более 200 пожаров. Из них в гаражах 56. По городу Якутску всего с начала года зафиксировано 79 пожаров, из них 17 пожаров произошло в гаражах. Основные причины возникновения пожаров в гаражах – это нарушение правил пожарной безопасности и эксплуатации электрообогревательных приборов и печного отопления, а также неисправность систем, механизмов и узлов транспортных средств. Так, ночью 29 января произошел крупный пожар в Алекминском районе, где полностью сгорело арочное помещение автобусного парка города на площади 1050 квадратных метров. На момент пожара в гараже находилось 22 единицы техники. Благодаря мобильной работе огнеборцев они были спасены. Сейчас сотрудники МЧС по всей республике проводят рейдовые мероприятия по частному сектору, где проверяются наличие противопожарных средств. Недавно такие рейды прошли в поселке Жатай, в ходе которого были выявлены ряд нарушений. В нерабочем состоянии. Я в рабочем состоянии. Датчика не видно тут. Ну это пенное. Давление мы не можем сейчас проверить. Проверьте. Так, срок эксплуатации тоже не видно. Обозначения условные. Ничего не видно. Его заправляют. Также отсутствует паспорт на огнетушитель. При этом хозяева спорили, что у них все хорошо. Средства противопожарной безопасности, по их словам, они обновляют каждый год. В гараже вот у меня вот еще вот стоит огнетушитель, есть полотно. И это самое, песок, естественно, замерз, там ящик стоит у меня. А в доме у меня стоят датчики, нам датчики ставили. Простые, с кроной. Так как там сейчас ремонт, я не могу вас пригласить. Датчики стоят.
Далее уже по другому адресу сотрудники МЧС столкнулись с невнимательностью хозяйки, которая на глазах МЧСников чуть ли не подожгла свой гараж. Ой, провод, сейчас уберите провод от горячей, вот видите, погорел уже, горит все. После сотрудники МЧС попросили женщину убрать самодельную пушку подальше и не пользоваться им в дальнейшем. Такие вот изготовления являются грубым нарушением, могут повлечь за собой пожар в гаражах. Мы еженедельно проводим рейды профилактические и ежедневно находим такие вот кустарные производства изготовления. Так, по словам сотрудников МЧС, экономии и пренебрежение техникой противопожарной безопасности чреваты серьезными последствиями. В случае ЧС люди могут расплатиться не только своим имуществом, но и жизнью. Недавно в столице региона многодетная семья в одночасье осталась без крыши над головой. Мы сделали утеплитель, который не горит. Если бы был просто что-то было прикрыто, то они бы увидели, от распред коробки пошло. Они бы увидели пожар. А то один дым. А когда муж так отодвинул, видимо, пошло движение. Между этажами тоже опилки. Естественно, это все дало. Буквально на глазах от дома остался лишь каркас. Все сгорело. Документы, вся одежда и мебель. Спасти ничего не удалось. Сейчас многодетная семья ютится у своих родственников. В этом доме проживала моя дочь с 5 детьми, сын с 8 детьми, я с гражданским мужем. Вот, мы проживали в этом доме, места хватало. Ну, в тесноте, но не в обиде. Сейчас семья нуждается в помощи. Как нам сообщили, им необходима теплая зимняя одежда, постельные принадлежности, подушки, одеяло, белье, посуда и в целом предметы первой необходимости. Между тем, по решению районной администрации Вено-Бытантайского улуса учащиеся села Кустур будут обучаться в здании детского сада. Но и тут оказалось, что нету огнетушителей. И не только здесь, а по всему селу, а во всех социальных учреждениях. Ведь то, что было, все использовали на тушение в здании школы. После пожара в селе Кустур на сегодня огнетушители все израсходованы. Вот сейчас мы пишем заявку, чтобы обеспечить эти социальные объекты. Например, когда возник очаг, весь народ вышел с больницы, Саханерго, с филиала ГУП-ЗКХ, с детского садика. Все огнетушители взяли и полностью израсходовали в этом пожаре. По словам главы района, они и ранее поднимали вопрос о создании в селе Кустур пожарной части, так как населенный пункт находится слишком далеко, и в случае пожара спецтехника не сможет добраться за короткое время до населенного пункта, чтобы тушить пожар, как и вышло 28 января. Мы постоянно поднимаем вопрос организации в селе Кустур пожарной части. Но тут идет российский норматив, это если население 1000 человек будет, только тогда возможен пожарный час. Вот когда здесь сигнал поступил, пожарная машина выехала отсюда в сторону Кустур, 100 километров в час. И он доехал только за 5 часов. После данного инцидента по поручению первого заместителя председателя правительства республики Алексея Колодезникова на всей территории Якутии было решено проверить еще раз готовность социальных объектов к чрезвычайным ситуациям. Дано поручение Пошнадзору в рамках своей надзорной деятельности по согласованию с прокуратурой проверить еще раз, организовать проверки по вопросам пожарной безопасности социальные объекты. А мы напоминаем, правила пожарной безопасности, прописанные в документах, это не просто рекомендации, а обязанность для каждого. Ведь каждая буква на этих бумагах написана кровью, и не стоит проверять на себе чужой негативный опыт. Дмитрий Тымыров, Джулстан Иннокентьев, Ильяс Рамятников, Якутск.